Это не мех, не шапка, не обувь. Это ежедневный нужный продукт. На встречу с президентом республики владелец КФХ Минзифар Исмагилов пришел не с пустыми руками. Новые требования об обязательной маркировке молочной продукции, которая вступит в силу с июня, вынуждают предприятия потратить миллионы на переоснащение. Вдобавок, расширение штата разработкой новой упаковки. Так, цена пакета молока с 30 рублей подскочит до 37. Еще такие непосильные затраты, это убьет малый и средний бизнес. Предприниматели в недоумении. Для борьбы с некачественным товаром есть меркурий. Зачем вешать на бизнес дополнительный груз? У нас действительно на сегодняшний день уже действует одна система прослеживаемости «Меркурий», которая кое-что знает о содержимом продукта. Обращения производителей президентом были услышаны. На одну систему накладывать еще вторую систему, наверное, не совсем правильно. Я думаю, здесь какую-то схему можно найти. С дополнительными расходами сталкивается и строительная отрасль. Прежде чем начать работы, территорию должны обследовать археологи на наличие исторического наследия. Так, на экспертизу уходит от 200 тысяч рублей, а времени на ожидание до года. Это от миллиона, это до 5 миллионов может стоить только экспертиза. В том случае, если ничего не найдут. Нужно понимать, что если найдут памятник, то еще на строительно-монтажные работы упадет очень большая стоимость. В связи с этим президент поручил Комитету по охране объектов культурного наследия разработать четкие рамки. Мы можем сейчас у себя разграничить, где надо копать, где не надо копать. Но пока такой методики нет, Руслан Валерьевич. Разработайте такую методику. У нас есть институт археологии, может создать при институте археологии группу, систематизировать эту работу, чтобы не было завышения цены, установить какой-то прейскурант. Закрываться или переходить в тень – такой вопрос навис над бизнесменами, применяющими ЕНВД. С начала 2021 года этот вид налогообложения планируют отменить. Предприниматели переведут на упрощенную систему. Так, финансовая нагрузка вырастет в 6-10 раз. Если ничего не предпринимать, то рано или поздно у нас останутся федеральные сети. Давайте все формы посмотрим, подготовьте мне неделю времени вам, сколько чего, как. Мы услышали, будем думать. Всего на совете рассмотрели 5 вопросов. По каждому уже есть предложения, но их планируют проработать более детально. К слову, проблему историко-культурной экспертизы Рустам Минниханов планирует уже завтра обсудить с министром культуры страны. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.